Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя» и я ее ведущий Исламир Шуав. И вот о чем расскажем вам сегодня. Ко Дню Героев Отечества директор Росгвардии Виктор Золотов прибыл в Грозный, чтобы вручить правоохранителям высокие госнаграды. Медалью за боевые отличия отмечен и Рамзан Хаджи Кадыров. Герой Российской Федерации, глава Чеченской Республики Кадыров Рамзан Ахматович. Сотни заявок, десятки регионов и стран. В Грозном подвели итоги 12-й международной премии «Золотое перо», посвященной памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поздравляем победителей, тем, кто не получил награды, желаю удачи в следующем году. В любом случае, этот конкурс нас объединил. В Гудермесе завершилось строительство нового жилищного комплекса и парка. В торжественной церемонии открытия принял участие глава республики. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. الله دال وين دين خيل دوش دول صوت الله دال ديال خيل دوش دول نعمة الله دال ويك حقو دين خيل دوش دول أمانة إذا ديوزل بو ديل يلشنو عليه الصلاة والسلام شخ أجرة ديكو أخواريجا شيء ديوزلنا حسمنا شيء ديوزلنا ديك وجوشنا شيء ديوزلنا أجر ديك بالشارخ أجر ديك نجوشا إلا سندلا يلشنو عليه الصلاة والسلام دنيا آخرته ويدوزلي ديق الخليته وين وحيل نوشل بقو هيهون ألشي ورهر بيلشي دوزل لا مزدي آلي أمر ديلش ألا سحن دين عدديش داس أمره هور لا مزن سمويش دين عبخي لا مزدو إتشوقات شلسة خزحي خرديشة أمره ديردو داس نانس الدوزل هوچنگا سون إلامز عاماديش إلامز دويتردو إتشوقات توخي ديت ألا شيخين اعتدع ديوخش دي الدوز لي ديت ليش إسألا وند أجبخيت تربيلشي دي لفرزك الغربو إشا حدال جرجع حلق والد جيب الله حلق والد إذا ديني ناني الله دال شيء يلشنا خلو عليه الصلاة والسلام أدلين دوش دولو فرز دوش دولو دي قردو إز. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Чеченскую республику с рабочим визитом посетил директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов. Вместе с Рамзаном Хаджи Кадыровым он посетил церемонию награждения военнослужащих и сотрудников Северокавказского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии России. Мероприятие прошло во дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Сюжет Хава Идамировой. В аэропорту Грозного имени Ахмата Хаджи Кадырова директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова встретил глава региона вместе с соратниками. У входа во дворец торжеств гостей встретила выставка современного оружия. Это снайперские винтовки и дроны различных модификаций, разработанные специалистами Российского университета спецназа и которые активно применяются в зоне специальной военной операции. Вся вот эта вот часть собирается у нас на Руси. Мы взаимодействуем с разными организациями. На примере вот этого вот аналог так называемый Баба-Яги, но он несет в 4 раза меньше. Торжественную церемонию награждения открыл Виктор Золотов. Он высоко отметил вклад бойцов из Чеченской Республики, защищающих интересы страны в зоне специальной военной операции. Важную роль в позитивной динамике служебной боевой деятельности играют региональные власти, поддержка которых существенно повышает боевой потенциал войск, а также позволяет решать многие социальные проблемы. Укреплению такого взаимодействия на современном этапе способствуют многочисленные программы поддержки участников боевых действий, признанные в том числе к их активному привлечению в работе в органах власти самого различного уровня. Одним из источников новаторских идей и положительных практик в этом направлении, безусловно, выступает Чеченская Республика. Поэтому отдельные слова признательности и благодарности главе Рамзану Ахматовичу Кадырову и, конечно же, его команде за постоянное внимание и помощь войскам.
В ходе торжественного собрания Виктор Золотов по поручению президента страны вручил медаль «Золотая звезда» генерал-лейтенанту, начальнику управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарипу Делимханову, удостоенному звания Героя Российской Федерации. Я глубоко благодарен Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такую высокую оценку моего служения Отечеству. Это признание заслуг всех, без исключения членов команды великого первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также всех воинов из Чеченской Республики, которые под чутким руководством главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова ежедневно выполняют свой долг по защите национальных интересов страны. Мероприятие продолжилось доведением указа президента страны о награждении государственными наградами. Медаль за храбрость второй степени вручили командиру ОМОН Ахмат Грозный, управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзору Бисаеву. Награждается полковник полиции Бисаев Анзор Саладиевич. Медалью за боевое отличие награжден глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Этой медали удостоены также депутат Госдумы Российской Федерации, Герой России Адам Делимханов, председатель правительства региона, начальник оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов, заместитель председателя правительства Чеченской Республики Абузейд Висмурадов. Герой Российской Федерации, глава Чеченской Республики Кадыров Рамзан Ахматович. Также почетной грамотой Федеральной службы войск Национальной гвардии отмечен помощник главы региона, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Наградной пистолет передали командиру полка «Север» имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Грозненского соединения Росгвардии Мусе Бисаеву. Командир 141-го специально моторизованного полка 46-й отдельной бригады. В своем выступлении глава региона поздравил награжденных. Он пожелал всем здоровья и успехов на службе. Я поздравляю награжденных, особенно рад, что Шарип Султанович получил звание Героя России. И мы, все граждане России, патриоты своей Родины, будем делать все, чтобы мы быстрее победили терроризм. Еще раз хочу поблагодарить нашего дорогого старшего брата, главнокомандующего Виктора Васильевича, за то, что он уделяет внимание нашим бойцам. Завершилось торжество концертной программой с участием звезд чеченской эстрады. Хава Айдамирова, Лиана Хаджиева, Адам Арсунукаев, Мансур Исмаилов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава республики провел совещание с руководителями, командирами и личным составом силовых ведомств республики. Обсудили участившиеся в последнее время попытки атак беспилотниками со стороны украинского режима. Обо всем подробнее смотрите далее. С основным докладом выступил министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирасханов. Он доложил о дополнительных мерах по противодействию БПЛА и отметил влияние неблагоприятных погодных условий. Каждый день уазик чуахдон хири, патриот уазик любой таблетки, чуа по 3 человека дон, красавчик пулеметчики и расчётчёш. Каждый маршрутен дон, дуал агенты уахожена, охватен задач дон, конкретно выполнить на целом ряду дон. Тафика Александр лефигла хулиоч, лелектулиоч, йошуми дон, генч дон, дуал был, дон, йошик ваяет, единственное, да, действительно, погода, дохкалч, туда нового хула, а так в целом, да, мол, охватный задач, да, он, охватный план ци, да, и конкретно тачехка, да, он, его, да, как он, да, резал, да, лаушвой. Рамзан Хаджи Кадыров объявил о награждении боевого расчета сбившего украинский беспилотник. Им вручат благодарственные письма главы республики и премию в 1 миллион рублей. Также лидер субъекта поручил Аслану Ирасханову организовать регулярные учения по противодействию БПЛА, уделив особое внимание подготовке личного состава и практическим навыкам точечного поражения дронов. Республика Ахвай, Кемашму, Нахпарат Бейчму, Адам Дарлешну, та из Гушту Шейт Нашнал, Гуш Дачана Диес, Задач, Динадо, Ногол Яйц, Хадишу, Вы Махкадона, Дорстал Алла. Мода, шавиги, шаволч металл, шимет, бал бешву, гражданский дом, белокс беш, военный, шавиги взаимодействие, шуд, акичо, усилите, ездил, плюс боевой расчет, бывало избиттинчен, благодарное письмо, 6 миллион, а тебя объявить, просто внимание гладу, и так дом, берешь, что чан, мавюк, что за уешты, меладо, семхлердус, семхлистон, танасан, шит, сбиттеш, бабердона,
правильный расчет, что это истябла, были шихен дом, внимание, я до два, что чумакетен дом, или зуёр, то метки дом, юр, да, лердеш, лердон, сашику, я сон det way då med tal, alla jordon, semmeldish, då tar jag حقيقة دون كمان ديش بالكاش كيف منتعش روت نش بتلونش حقيقة دون شو تمسك شيء دعارة وي ميجردوش دات نفكويم سلوشي وي دوت شو دوم مش يحكي ميجردوش دات بلوس وي فيرلي بودون أوكرانيا تسرقات واحد وسيلة بدأ صار وين دينا الأزر تعدي ديش دوي وي تعدي عشان كل يوم شوف نوت هم عاد وي خايد هو يشو متى حاجة براكتيكا ديما يقيم نسلوك شو مش خير كافر أكشن سان يحتاج وقتش بيخ براكتيكا دي بابا بيدا سان مش وي ده دون عام دي شو مثلا В преддверии новогодних праздников глава региона распорядился довести меры безопасности до максимального уровня. Он также поручил помощнику главы республики, секретарю Совета безопасности Адаму Кадырову усилить координацию между силовыми структурами. Совет безопасности Адама взаимодействие بوا صوبي بدا تنزل سمون باي كادر مسألة ده عدالة دين جيرو شو شاد بيسن جيرو شو تان وي ريسبوليكا إيت جيرو رسي ودينوش إيش أعمل حاجة دومي شادين دقيق إيش بود على خيرنا بود من إستوريا صح خير دم شوات تانجا فوق جيرو فوق جنرال دلم هانا سمع على دعابير كيفن سان شديبين إسبوع يوم بود يوم دستيجين يوداس أعمل حاجة نية عن تان سمع فوق جيرو فوق جنرال خير ده وي ديلوش لوش ده عم صودا خير وي ده وي ديلوش ده Сотрудники силовых ведомств продолжают работу по усилению безопасности. Основная задача – предотвратить дроновые угрозы и защитить население региона. Висхан Закриев, Адам Арсанукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В четверг глава региона провел инспекцию ключевых строительных площадок столицы. Вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым он осмотрел ход работ на второй линии нового района имени Владимира Путина. Подрядчики уже приступили к внешней отделке жилых домов. Также продолжается возведение 2 школ, 2 детских садов и спортивного комплекса. Кроме того, градоначальник представил проект будущего парка отдыха с зелеными зонами, фонтаном, рестораном и концертным залом. Rusht istekler sohbeti göz diç üşitadın hajaj it lavotan tagun sunche sezonu için aladırdoş aktiga üşo granito broshatka bardoş üşa zakazatina. В ходе рабочей поездки глава региона также оценил строительство 200 таунхаусов в Исаитовском районе. Проект реализуется за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Работы ведутся планово, строительные бригады обеспечены техникой и материалами. За последние годы в районе уже введены в эксплуатацию 110 домов, 40 коттеджей и 231 таунхаус. В Гудермесе состоялось открытие многоквартирного комплекса и нового бульвара чеченской природы. Теперь у жителей и гостей города имеется комфортный доступ к социальным объектам. В торжественном мероприятии принял участие Рамзан Хаджи Кадыров. Подробнее в следующем сюжете. На торжественное открытие многоквартирного комплекса прибыл Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. Перед собравшимися с приветственным словом выступил глава администрации Гудермесского муниципалитета Хамзат Магомадов. Он отметил, что здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания жильцов. В эксплуатации вводится комплекс из 2 9-этажных домов на 216 квартир общей площадью более 22 тысяч квадратных метров, в том числе свыше 13 тысяч жилая площадь. Предусмотрена также коммерческая зона на первых этажах. Проектом предусмотрены детские игровые площадки, зона отдыха, малой архитектурной формы и большая стоянка. Жилой комплекс обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Рядом находится школа, мечеть, садик, медицинские учреждения, рынок и социальные объекты.
В своем выступлении Рамзан Хаджикадыров подчеркнул, что Гудермес является одним из значимых городов региона и поблагодарил Хамзата Магомадова и всех причастных в работе комплекса. Позитивные изменения любой юболя юца истаг кисан макус изад эвазой тур халзамер аман хайдаважул حقيقة يلاحظون ده قيتهم ويزبون سندر دان ويجمس ريونا جمس يقول ده عدون خزدون يشتغلنا شو تخز فارق شو يشتغلون حمزة دينا بركلا توقعوا صيتنا بيزنس من بركلا ده يصل لا هنداشي أحشوجي ده نسمي الله ستيس نشي تنستيس نشي هو دوسوش نمس حمود دوسوش متى بيروي توقع الدين دماش كوش دوين سود على ساعتين سويك ياتشنا بشاشين تيلا سبوع بقولوا ده يصل لا سن توقع كمال هيجنا ده يصل Затем глава региона вручил высшую награду Чеченской республики орден Кадырова Хамзату Магомадову. Также он поблагодарил вице-премьера региона, министра труда и занятости Усмана Баширова за его работу в качестве куратора Гудермесского района. Osman Zahli على بلخ بوتسي خاصن Osman دون دائما شاوج متى عالم ساعة شقت لا أمل دات ولا دلبويم شقت شو ونهو يوزن دالوق أول. За выдающиеся заслуги, связанные с социально-экономическим и культурным развитием муниципалитета, Рамзану Хаджикадырову присвоили звание почетного гражданина Гудермесского района. После официальной части Рамзан Хаджикадыров вместе с главой администрации Гудермесского района осмотрели все помещения в доме. На первых этажах будут располагаться помещения для бизнеса, что позволит создать 220 новых рабочих мест. رسروشكويش قيش أتو باشن كورتير تريه كيلم باشل كورتير ش يورو سعد عيوه يولور باندوش практически почах квартир ясная Сергей распроданную. Здесь же прошло и открытие нового бульвара Чеченской Республики. Глава республики вместе с соратниками прошлись по улице, осматривая обновленную территорию. يحصل في البارك ستوك شاش عابع كنسة ساعة البارك ورسي زوج دعاية حياتها يوقنوا عن بارك وفينا اللي حولها شو ويقدر تمسيرسي Новый бульвар является одним из двух проектов победителей 9-го всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Его строительство началось в мае этого года. Оно стало возможным в ходе реализации региональной госпрограммы формирования современной городской среды на территории Чеченской Республики. Висхан Закриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном прошла церемония награждения 12-й международной премии «Золотое перо», посвященной памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. Мероприятие традиционно собрало сотни участников из регионов Российской Федерации и десятки участников из разных стран мира. Поздравить победителей прибыл Рамзан Хаджикадыров вместе с соратниками. Подробности в материале. Совсем скоро станут известны имена победителей 12-й международной журналистской премии «Золотое перо». Около 200 участников из регионов России и 12 стран мира представили свои работы, претендуя на главный приз. На торжественную церемонию открытия вместе с соратниками прибыл Рамзан Хаджикадыров. Лидера субъекта и многочисленных гостей праздничного вечера поприветствовал помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил высокий статус международной журналистской премии «Золотое перо», интерес к которому проявляют все больше журналистов из различных регионов России и зарубежных стран. Рамзан Амаевич, хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время, несмотря на свой плотный график, загруженность, принять участие на нашем мероприятии, разделить с нами этот вечер. Также хочу поблагодарить за постоянную помощь, внимание
нам, информационщикам региона. Ваш визит на это мероприятие в том числе отражает, какое внимание и уважение глава республики оказывает журналистскому сообществу Чеченской Республики. Также хочу поблагодарить и поприветствовать наших дорогих, уважаемых гостей, журналистов из самых разных субъектов нашей страны, из различных стран зарубежья. Хочу поблагодарить, что вы нашли время и приняли участие в этом конкурсе. Мы сегодня в 12-й раз подводим итоги международной журналистской премии «Золотое перо» памяти выдающегося политического религиозного деятеля современности великого Ахмата Хаджи Кадырова. Отрадно отметить, что география конкурса ежегодно расширяется, количество участников увеличивается, престиж конкурса растет. Это говорит нам о том, что Золотое перо и Чеченская Республика в целом становится центром притяжения журналистов со всего мира. В своем выступлении глава региона отметил, что конкурс «Золотое перо» за короткое время приобрел международный уровень. Он поблагодарил участников за их работу и поздравил победителей. Отдельно Рамзан Хаджи Кадыров отметил редактора Федерального информационно-политического журнала «Персона страны», директора Национального центра информации Елизавету Абрамову почетным знаком за трудовое отличие. Салам алейкум, дорогие гости и участники. Впервые «Золотое перо» прошло 20 лет назад, а кажется, будто это было вчера. Нам было тяжело начинать конкурс, но мы были уверены, что он станет международным. Я благодарен каждому за эту важную работу, и в том числе автору проекта Муслиму Худжуеву. Поздравляем победителей, тем, кто не получил награды, желаю удачи в следующем году. В любом случае, этот конкурс нас объединил. Спасибо за внимание. Аллаху Акбар. За особый вклад в развитие индустрии СМИ и всемирную поддержку журналистского сообщества дипломом международной премии «Золотое перо» наградили главу региона. Дипломом международной премии «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, награждается глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Кульминацией вечера стало награждение победителей. В телевизионном блоке лучшими стали Бауфикан Халид из Алжира в номинации «Тематическая программа» и специальный корреспондент телеканала Russia Today Владислав Андрийца за лучший информационный сюжет. В разделе «Тематическая программа» в номинации «Телевидение» лучшей признана работа журналиста из солнечного Алжира, родины знаменитой пустыни Сахара, Бауфикана Халида. Номинация «Информационный сюжет». У нас чья признана работа, Руслан? Признана работа военного корреспондента телеканала Russia Today Андрийцы Владислава Сергеевича. В номинации «Радиовещание» победу одержала сотрудница ЧГТРК «Грозный» Салима Хасбулатова и Татьяна Власова, представляющая Липецк ФМ. Находиться сегодня здесь, держать в руках эти награды, это очень приятно. И только положительные эмоции я испытываю. И, конечно, хочется всех победителей тоже поздравить сегодняшних, и всех участников поздравить и пожелать им дальнейших успехов. Среди печатных и интернет-изданий победителем в разделе «Статья» стал главный редактор российского бюро Сад-Араш Хамдани Иштиак Сейд Хусейн, а в категории «Очерк» лучшей признана консультант отдела телерадиовещания Миннацинформ Эльза Ларсанова. Я, во-первых, хочу выразить свою благодарность главу Чеченской Республики, что у нас тут организовали очень информационный теплый прием, информационный визит. Лучшей фотографией года признана работа сотрудника издательского дома «Мир Белогорья» Павла Калядина. А в популярном направлении благосфера отмечен заслуженный врач Чеченской Республики и по совместительству блогер Адам Такаев. Блог веду на тему фуд-контента, отдых на природе, показываю красоты Чеченской Республики аудитории по всему миру. Нет, это совершенно неожиданная награда, скажу честно. Я врач по специальности, более 20 лет работаю в специальности онкология. И оказаться в журналистской среде – это высокая честь для меня, совершенно неожиданная награда. Завершилось мероприятие объявлением о старте 13-го международного конкурса журналистов «Золотое перо». Рамзан Хаджи Кадыров проверил ход работ по восстановлению бизнес-центра после атаки украинского беспилотника. Ликвидация последствий взрыва началась незамедлительно. Главе региона доложили о состоянии объекта и темпах работ. Садочник, климат, он весь год бомба.
После инспекции главы республики все последствия удара беспилотника были оперативно устранены. Восстановлен фасад здания, обновлены полы и потолочные конструкции, завершены внутренние отделочные работы. Рабочие трудились круглосуточно, чтобы организации, размещенные в здании, могли в кратчайшие сроки вернуться к полноценной работе. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова закупил 80 внедорожников УАЗ на нужды СВО. Технику Рамзану Хаджи Кадырову представил мэр столицы Хасмагомед Кадыров. Он отметил, что автотранспорт оборудован по современным стандартам и может передвигать около 500 килограмм груза. Глава региона выразил благодарность Аймане Несиевне за регулярную помощь. На сегодняшний день самые необходимые решения техник. Карьера шаги в фонду закупительно еще направление чекса бегала распределить чешти бобой трубу. В Грозном прошел первый съезд учителей чеченского языка и литературы. Он организован Министерством образования и науки Чеченской Республики совместно с Институтом чеченского языка по инициативе главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Обсудили развитие языкового образования, поддержку учителей и формирование интереса к родному языку у подрастающего поколения. Подробности в сюжете Хавы Ахмадовой. Первый съезд учителей чеченского языка и литературы собрал педагогов со всей республики. С приветственным словом к участникам обратился министр образования и науки Чеченской Республики Хожбау Дидаев. Он отметил важность укрепления позиций чеченского языка и его изучения среди подрастающего поколения. شيقوم تصندق شي مطابي خاي شي مطابي تن ويلي شياتن دحيخ شي تشردول بيرنا شي ولا كيك الهولشن خاتنا قيش مت يدخش شي بوخ شي تنلا دايولشن. Чеченский язык является основой национальной культуры. Педагоги, передающие его новым поколениям, пользуются глубоким уважением. Сохранение родного языка крайне важно, чтобы он не оказался среди исчезающих. Об этом заявил помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. عام بريع يبوزج اسكيجي تشارتس تاع شكول يا انستيتوت يا يونيفرسيتي يا قهوكش دول شو ولا ويقوم دوزلدو هو الدنيا تاع ورخ ازيرسو متنشدو ورخ ازيرسو царага 6%, 44% от более 7 тысяч языков. Что под угрозой исчезновения оли доуш до метниш. وي مؤتسو خليشات نوخش مؤت بيجت أخوي غير خلق وعادة ومؤلرة بخ قلبير بخ. В центре обсуждения определения приоритетов развития языкового образования. Особое внимание уделяется формированию языковой среды в детских садах и начальной школе. Депутат парламента Чеченской Республики и председатель Союза писателей Аламхад Ильсаев отметил достигнутые результаты и подчеркнул важность обязательного изучения чеченского языка. أخوي بقى اللي يوصل ويخش بولشة خوردر شغل ده هو رني تو إلك دش مصيا خلي دوز لع كده جرجل ونستقل إتاج تعقية بالور بروك أخ إزك دوتشنا بعندنا قلت أنت يختود نيت أوشك ديلور ويديني كدو أرشي وينوختي مات ملك وش ديتنا مخدنت الراديو ده شغل ويهودنا أرشي ويا
Нухчимот, биш болчар, соуч деш лирмуш бина, хинзвой дадишты куда элчи, и нухчимот, цаамит, цаболч, и дах биш духой веш. Обучение чеченскому языку ведут опытные педагоги, стремящиеся сделать занятия живыми и современными. Среди них победители профессиональных конкурсов. Именно эти учителя обеспечивают успешную передачу родного языка будущим поколениям. Boze amo biesbies nog chimot. Hond elchi nog chimot elchi we buits mot bats nog chimot is rilch de laden. Diescher hoche nog chimot biesam kolle higer uger halcha tumat biesam bol shwiz elchi chukso. Тхан вай даху шол хан пашнур дил царх ушли адра даху шол съезда из о михалю он делчи гушду из вай кигель болчарна нохчи метт дол хала из цахир цахлар имот ху михлар ака тац خاطر شديد سريديش ميخل سيز خدوته خلير سيز دال مغلا موت ويفيش لرتبيتش ويفيش غار واشتغلش اسمت وين يموتلر بوغرو ساعات تندير نوخشي شيمت داخل بيش بالخيط خصون. Обсудили и новые учебные материалы. В республике разработаны орфографические правила и выпущены современные пособия. Также проводятся конкурсы для школьников и педагогов. Съезд обозначил новые ориентиры в развитии языкового образования, поддержки учителей и формировании интереса к родному языку подрастающего поколения. Мероприятие стало заметной вехой в культурной и образовательной жизни республики. Хава Ахмадова, Юсуп Эжиев, Мансур Исмаилов. Неделя. В Грозном состоялась церемония вручения стипендий президента и правительства России. Форум объединил более 400 представителей вузов Северного Кавказа. В мероприятии приняли участие представители администрации президента страны и представители органов власти Чеченской Республики. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. На торжественную церемонию вручения стипендий президента и правительства России собрались студенты из разных регионов страны. Перед началом мероприятия прошла пресс-конференция, на которой обсудили действующие выплаты и развитие федеральных программ поддержки талантливой молодежи. Планируется еще в следующем году несколько стипендий. Мы их пока не будем объявлять, объявим, надеюсь, в следующем году, но там будут как и технические специальности охватывать, также эти стипендии будут касаться и гуманитарных направлений. Программа предусматривает два вида выплат. Президентскую стипендию 30 тысяч рублей раз в год и правительственную 20 тысяч рублей ежемесячно в течение года. Очень приятно отметить, что в этом учебном году Чеченский государственный университет имени Ахмата Хаджи Кадырова, нашего первого президента Лавалдойцин, по количеству вот этих стипендиатов в Северокавказском федеральном округе вышел на первое место. Здесь один вуз представил и защитил целых 19 человек. Сегодня здесь состоится награждение этих людей. И в течение всего этого учебного года, весь учебный год, они будут получать, повторюсь, стипендию не только вуза, но и федеральную стипендию. После прошла церемония вручения. Более 200 студентов, включая учащихся Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова, получили дипломы и сертификаты стипендиантов. Каждый из них прошел строгий отбор. Одним из стипендиантов президента стал студент Чеченского государственного университета Давид Шахбиев. Пересилив сомнения, Давид подал заявку и оказался в числе лучших. Полученная награда, как признается Шахбиев, стала для него большим достижением. На президентскую стипендию я изначально вообще не планировал подавать, но моя замдиректор по учебной части, она настояла на этом. И поэтому мы собрали нужные документы, собрали статьи, все аккуратно отсортировали, можно сказать, проверили, подходят ли они, являются ли они актуальными. И все это мы подали очень в спешке, то есть это были последние дни. И я даже не думал, что пройду, но я очень рад, я искренне рад. Я считаю, что эта стипендия, она будет моей мотивацией для дальнейшей работы. Получить выплаты могут только студенты очного обучения, которые проявили себя в учебе, науке, общественной деятельности и реализации инновационных проектов. Президентские и правительственные стипендии остаются одной из ключевых мер поддержки талантливой молодежи в Чеченской Республике. Они способствуют развитию научного и образовательного потенциала в регионе. Хава Ахмадова, Юсуп Эжиев, Мансур Исмаилов. Неделя.
В Грозном прошла очередная акция добра. На этот раз участие приняли ученики 3-го класса Центра образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. Среди них и внуки первого президента Чеченской Республики Хасарин и Хусейн Кадыровы. Ребята отправились в гости к маленькой Айше Татаевой, которая страдает онкологией. От регионального общественного фонда Героя России Ахмата Хаджи Кадырова дети передали 1 миллион рублей на лечение девочки, а также 200 тысяч рублей, вырученные на осенней ярмарке, и 115 тысяч рублей, накопленные их классом. Peygamber Ali aleyhissalatu vesselam sağnu del oğuzlu dayak bala yuqtuq al dal ser qobul doyl isaq dalda glachun del ser qobul khilitu al qis. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Остронуждающиеся семьи по всей республике получили денежную помощь. Espalnish da şeyda dogdi khalilqtser espalnish da ay mani ramzani da obul sağdoyl qarvezindela har dohston doqqum doqa tağam deyla doq Фонд на регулярной основе оказывает помощь нуждающимся не только по всей России, но и за ее пределами. Особый вклад благотворительная организация вносит в защиту граждан и интересов государства в ходе СВО. В данном случае текущий В Грозном отметили День Героев Отечества. Праздник был учрежден в 2007 году. В торжественном мероприятии приняли участие общественные деятели и военнослужащие. Приветственным словом перед собравшимися выступил помощник главы региона, министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он подчеркнул важность знаменательной даты и поздравил всех причастных с праздником. Всех присутствующих наших бойцов. На протяжении всех этапов, сложнейших этапов в истории нашей страны, Чеченская республика, она всегда воспитывала, давала достойных героев и защитников Отечества, которые мужественно, храбро, достойно выполняли свой долг, гражданский долг, прославляли наш народ. Получить эту награду от Миннацинформ было огромной честью для меня. И плюс работа проделанная, это по большей части не из-за награды, а из-за того, чтобы общество лучше знало своих героев в лицо. Тех героев, которые на полях сражений отстаивают свои религиозные, семейные и культурные ценности. Корреспондент и телеведущий телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова получил диплом за лучший документальный фильм Федерации телевидения. Огромная честь, огромное удовольствие прийти сюда, морально-волевой дух бойцов поднять. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.